بزيلة شعبي شاي نبا. خمسين هم الزهق يسخن على حد صحيح. Ну вот то, что касается его хобби, которое, в общем-то, оно уже стало таким профессиональным, крайне профессиональным, несмотря на то, что это его хобби, как бы это второе его «я» такое. Но об этом можно сказать и очень много хорошего. Во-первых, в Абхазии никто больше этим не занимается, это раз. Во-вторых, уникально, потому что заниматься таким делом, это значит как бы есть себя, мучиться, в первую очередь, потому что те, которые вокруг и могут что-то решить, для тебя в первую очередь в финансовом плане, не очень понимают, чем занимается Астамур Квицини, к сожалению. Абасала абраскилы ядовые бедрит. Мачк рукони берхазелье уяштых и нишит. Ну, многие говорят, что сейчас анимацию делают легко, там, как бы на компьютере, мол, это не так уж сложно и так далее, но все равно это все надо рисовать. Все те идеи, которые тебе приходят, это надо все равно переносить через рисунок и так далее. Астамур Квицини – это единственный человек, который в Абхазии занимается мультфильмами. Айлары изыны гылу. Акыр аламыш. 3D появилось в моей жизни не так неожиданно, скажем так. Все началось с рисования. Если говорить очень коротко, то вообще всю жизнь мне нравились разные технологии. Есть художники, которые всю жизнь придерживаются традиционной техники, там, карандаша, там, может, каких-то красок. В принципе, с чего я и начинал, и долгие годы я работал в этих техниках и изучал. Всегда меня тянули вот эти цифровые технологии, и хотелось мне попробовать себя в этом направлении и создавать свое искусство именно в этих техниках, так скажем. Бзу, из Акшана реалцез. Из Камцоком. Из Луху. Яхтзера. Ариу. Патефон. Фотошоп, рисование, да, иллюстрации книг занимался. Все это потом привело меня к 3D-графике. Ну, по совету друзей сказали, вот у тебя хорошо получается, может, попробуешь себя, вот есть 3D-лепка, попробовать лепить внутри программы. И также оттуда потом по совету другого друга, говорит, попробуй мультипликацию, тебе же нравится, говорит. Какие-то программы советовали, тогда еще интернет не так развит был, и только все так зарождалось, сама даже социальная сеть. И вот я начал пробовать 3D. Год, конечно, первый год это было очень тяжело, именно что касается 3D. Но потом уже, когда у меня стало уже получаться что-то, мне это стало еще больше интереснее, и такая жажда знаний все время у меня увеличивалась, и все это шло параллельно, и вот к чему-то уже пришел вот к мультипликации потихоньку, да. Ну, так как я сам абхаз, так скажем, мои предки все и тоже являются абхазами, и хочется как-то нашу культуру продвигать, развивать. И до меня были люди, которые этим занимались, и после меня, наверное, будут. Когда мы начинали, это был где-то 86-й год. Просто когда я вспоминаю все это, как во сне, очень было все трудно. У нас не было абсолютно ни помещения, никаких возможностей. Мы без зарплаты, просто на одном энтузиазме мы все это делали. Какие проблемы у нас возникали? Естественно, первым долгом бумагу можно найти, кинопленку можно было еще найти. Мы в основном снимали его на 16-миллиметровый, на Красногорск. Кинокамера
но она не была приспособлена для кадровой. Да, она делала кадры, но что-то не то получалось всегда, как бы вслепую там и все это делали. А проблема была в проявке, потому что в проявке кинопленки там очень какие-то свои сложности были, и иногда получался какой-то тон непонятный откуда. Видимо, из каких-то химикатов, наверное, тоже подействовало. Мне кажется и казалось, что очень мало людей занимается именно мультипликацией, там, что касается цифровых технологий, развивать вот в этом направлении искусство абхазское, показать наше искусство. Ну, это то, что касается моего направления, это, например, я начинал с книг и иллюстраций сказок, легенд, рассказов, и потом как бы захотел, чтобы эти картинки оживали и в них вдохнуть какую-то жизнь. И, конечно, хочется, чтобы нашу культуру знали не только по песням, по танцам, по костюмам, но и детская аудитория, и чтобы видела нашу культуру и впитывала ее. И в первую очередь, я думаю, это мультипликация этому больше содействует. Это самый популярный жанр для детей. Даже при том, что сейчас очень много информации, все равно люди ищут что-то новое, интересное. И я думаю, наша культура абхазская, она пока мало раскрыта в этом направлении. И я всегда думал, что нужно показать ее, и она найдет свой отклик и свою аудиторию в этом направлении. Мне всегда было интересно то, что не так развито, а пробовать развивать это как-то, показывать свое творчество и продвигать абхазскую культуру с помощью мультипликации, наверное. Образкил ядовые невис фахаштах, яраш дактуна, аюнукот буклейт. Началось все вообще с рисования, мое творчество вообще все это с самого детства. У меня отец художником был, я как-то вот в этом направлении. Просто я немного пошел по пути иллюстратора, там, немного другое направление выбрал. Но потом начал заниматься там, танцами, потом музыкой. И все, чем я, в принципе, занимаюсь, так получилось, все это соединилось в одном жанре, это мультипликации, где я использую свои знания. Так как я пел очень много и пою абхазских песен, знаю какие-то мотивы, как это все преподнести, и вот стараюсь как бы все это синтезировать. И это все мне помогает, и я и на эстраде иногда выступаю, и писал песни. И так получилось, что и в мультфильмах начал потом какие-то проявлять свои способности, как бы и писать для своих мультфильмов песни. Но в какой-то степени иногда это получается, потому что иногда я чувствую, что другой человек не напишет, что я хочу для мультика, и я, мне кажется, более приближаюсь к той идее, которую я хочу, и потому вот в первом проекте я писал для мультфильма, и сейчас в новом проекте, который я делаю, в мультфильме, я тоже написал музыку, и я показываю музыкантам, которые инструменталистам, им, если нравится, то я оставляю как бы это в проекте. Например, я смотрю передачи про великих там режиссеров, допустим, и я прихожу к тому выводу, что мое мышление с ними совпадает. Беру какую-то сказку или легенду, допустим, я делал мультфильм «Образкил», за основу брал легенду, но я решил немного адаптировать ее для детской аудитории, потому что дети в более ярких красках ее как-то преподнести, более позитивно. Я иду по пути тех режиссеров, которые вносят что-то свое в это направление и переписываю сценарий, адаптирую, немного свое видение туда включаю. Даже не то, что немного, а много стараюсь включить интересных каких-то моментов. Шепотом скажи. Убучаназ. Еще раз. Да. Убучаназ. Учерхня! Уже схинею, ты ухто, отца!
Во-во, вот это надо, чтобы детское хахи было, да? На записи держи, а то мы его не поймаем. И многие режиссеры на самом деле тоже по такому пути идут. Они берут какой-то сюжет и, допустим, тот же кинематограф, они часто много чего вводят в сказку, в легенду, в свое видение какое-то. Потому что напрямую книгу адаптировать невозможно в кино. Кино немного имеет свои правила, свои законы. И я стараюсь изучать это направление и как-то развиваться в этом плане. И также мне интересен жанр, когда в мультфильме есть музыкальные темы какие-то определенные или саундтреки. Вот я как-то стараюсь в мультфильме хоть немного, ну вот что-то такое внести и внести какую-то новую традицию для нас, для Абхазии, чтобы были какие-то детские абхазские песни для детей из мультфильмов. Потому что мы помним, в советский период мультфильмы имели песни определенные, которые там нравились детям и поют до сих пор. И вот так хочется что-то абхазское, чтобы было. Это тоже как бы параллельно идет с проектом. Вокал убери, чтобы я не мешал. Сегодня мы прекрасно, значит, видим своих детей, как они увлечены там мультфильмами, с невероятными какими-то сюжетами, которые, во всяком случае, для нашего общества, мне кажется, слишком жестокие бывают. Там национальный характер не наш, как бы, да, но тем не менее эти персонажи стали для многих детей в Абхазии, и не только в Абхазии, а во всем мире, главными героями. И они как бы подражают им в своей жизни. И, честно говоря, не очень, как бы, это все симпатично выглядит. Весьма. Ха! Опа! Оу! Вообще всем, чем я занимаюсь с самого детства, наверное, все направления, это мое на данном этапе, да, моей жизни, это все искусство. Вот все, что я занимаюсь в жизни, я стараюсь не выпадать из сферы искусства. Но это как бы не то, что как бы я специально делаю, а вот именно вот у меня как бы душа так просит, я как-то стараюсь в этом удержаться, потому что мы понимаем, что в искусстве удержаться не так просто, потому что есть другие потребности, есть семья, есть другие обязанности в жизни, которые нужно параллельно успевать делать. На данное время у меня как-то это получается, и, конечно, это все не без поддержки семьи, не без понимания, допустим, сперва родителей, и сейчас супруги мои, которые понимают, что я без этого жить не могу, как бы, и стараюсь в этом развиваться, и в какой-то степени, как говорится, вот, чем могут, как бы поддерживать. На самом деле это бывают периоды, когда это не всегда так просто, но пока это удается. Аса! Штаб Джурсамо! Акаша Чоншон, Сани Саби! Любой творческий человек, я думаю, меня поймет. Есть какое-то внутреннее желание что-то выразить, показать. И все мое творчество в той или иной степени связано именно с абхазской культурой. Я думаю, могу сказать 90% всем, чем я занимался и занимаюсь. И даже в классическом направлении, чем я занимался, я старался петь больше абхазских песен, традиционных каких-то, полуклассических. И мне это нравилось всегда и нравится до сих пор. И стараюсь изучать все эти направления, еще больше наши традиции, нашу культуру. С каждым разом нужно в новых проектах что-то новое предлагать людям, показывать, ну и по мере возможности раскрывать те стороны культуры, которые люди давно позабыли, даже какие-то элементарные вещи, порой люди удивляются этим. Я думаю, если мы начнем именно с детей, вот, а не уже взрослого человека сформированного, то этот ребенок, получив интерес в детстве, он будет еще больше изучать нашу культуру и развиваться. То же самое сейчас, то, что с Тимуром проходит, я
понимаю хорошо его, потому что у него сейчас может быть больше возможностей по технике, но все равно человек устает. Это огромная работа. Я знаю, что когда я садился за компьютер утром рано, я даже не знал, что уже 3 часа ночи. Он то же самое, наверное, сидит ночами, днями, чтобы что-то сделать. Я уже давно человек семейный, так скажем, и у меня 3 сыновей. Им интересно, во-первых, чем я занимаюсь, и я семья, как бы, и они понимают, чем я занимаюсь, им это тоже в какой-то степени интересно. И наоборот, семья помогает в этом плане, в том плане, что я много советуюсь внутри своей семьи, как и я знаю, многие люди искусства этим занимаются, это я советуюсь, показываю, они первые критики моих работ, и много в тех проектах, которые я делаю, особенно последние годы, много чего, которое появилось благодаря семье, благодаря супруге, она многие вещи говорит. Вот как зритель, как они уже даже профессионалами стали в этом плане, критики такие профессиональные. Иногда я устаю, что-то могу не заметить, мимо чего-то пройти, или все это происходит, как сказать, все человеку успеть невозможно, все увидеть, хотя я скрупулезно стараюсь. Они хотят, чтобы мои работы стали еще лучше, они всегда меня вдохновляют в этом плане. Но совмещать на самом деле поначалу было, наверное, сложно, но со временем я настолько привык, что порой мне сложно даже в тишине иногда работать, скажем так. По ночам часто работаю. Какие-то есть процессы, я просто делю свое творчество на какие-то этапы. Я понимаю, что я могу в шуме там, с детьми делать какие-то вещи, я делаю в этот момент. А есть какие, допустим, если идут моменты там, с озвучкой, с голосовыми эффектами, если работаю, вот, когда собираю мультфильм, иногда это нужна тишина, как бы я уже по ночам использую эти моменты какие-то и работаю. В принципе, главное должно быть, я думаю, желание все успеть можно. У меня есть проект, просто художественный проект, мультик, скажем. А мы делали еще какие-то обучающие там, традициям, какие-то такие проекты с организациями определенными, которыми я сотрудничал. И люди и в жизни, и в реальности, и в соцсетях, они часто говорят, а будет продолжение. Людям нравятся те проекты, которые я делал и как один человек, ну как автор, и как и совместно с другими авторами. И дети очень хорошо это воспринимают на самом деле. В наше время очень сложно детей учить абхазскому языку, потому что очень много информации, 90%, могу сказать, информации это все на русском языке у нас. И ребенок, пойдя в садик, уже приходит, в совершенстве знает русский язык, абхазский он забывает моментально. Ну, такая проблема существует, к сожалению. Ну, вот я буквально позавчера, я делаю новый проект, новый мультфильм, и я дома показывал часть работы, которая уже была сделана, с озвучкой, все. И у меня вот средний сын, который в садик ходит, он буквально слово в слово повторил весь мультфильм, мы были в шоке, как бы даже такой эффект, моментальный просто эффект был. Супруга говорит, посмотри, говорит, он не пропустил ни одно слово, все копировал, что этот персонаж делает. И у меня такое ощущение даже вот по тем проектам, что именно дети, когда видят проект не дубляжа, а именно национальное что-то с национальной музыкой, костюмами, может, какой-то теплотой, которую я стараюсь вложить, дети быстрее впитывают это как губку, потому что там все элементы существуют национальные. И переводы тоже дети смотрят, но я стараюсь более на детскую аудиторию ориентироваться. Видимо, это тоже сильно влияет. Вот я технически вот стараюсь найти ту тонкую грань, чтобы затронуть души детей как-то. И еще я заметил, что многие дети, вот даже вот был Абраскил, вот дети выучили наизусть, говорят, весь мультфильм, наизусть пересказать могут весь мультфильм. Потому что они в день могут, говорят, с утра до вечера смотреть. Многие показывают видеоролики, присылают. И песню выучили, и все выучили.
Вы знаете, специально педалировать нельзя на пропаганду. Это не по изучению абхазского языка. Это просто от души сделанный фильм, но через абхазскую душу. Все, больше ничего не надо. Ребенок смотрит, если тебе нравится, тебе близко к душе, то подросток смотрит тоже с таким же удовольствием. У него была одна очень удачная работа, которую он провел вместе с Апснопарком. Он был профинансирован на мультфильм «Абрыскил». Вот. И вот этот тандем, он был очень даже неплохой. В результате получился очень хороший, образный мультфильм, выполненный в современной компьютерной технологии, с очень, значит, интересными и смышленными персонажами, которые запоминаются, и с очень оригинальным концом. С чем его и поздравлял, и еще раз могу поздравить с удовольствием. Желательно, конечно, чтобы это вылилось в большую серию, красивую. Но опять же, все это зависит от того, как его профинансируют, как его поймут. Да, или, точнее сказать, как люди сами себя поймут, нужно им это или нет. Ну, очевидно, что нужно. Видимо, сам весь проект, он создан на нашей базе, на нашей культуре. И дети, их родители же говорят на абхазском языке, и танцуют дома, там, и все остальное. И они быстро это моментально впитывают. И, к сожалению, я не могу дать столько мультфильмов, столько информации. Есть и финансовые проблемы, и технические проблемы. Все взаимосвязано, как говорится. И люди просят, но невозможно создать качественный продукт очень быстро. Хочется сделать это максимально качественно, насколько сегодня возможно. Но на самом деле, я думаю, это направление нужно сильнее поддерживать и развивать, и дети очень сильно впитывают это. Мультики — это первое лекарство для изучения языка. И в тех же детских садах нужно побольше транслировать именно абхазские мультфильмы, возрождать вот это и обновлять абхазскую мультипликацию, как сказать, поднимать ее. Так как мультфильм — это как бы все из нашего детства, многие так и думают, что это только для детства. Потому такая поддержка его, она довольно очень редкая. А мультфильм без поддержки, без хорошего финансирования сделать весьма и весьма сложно. Если даже и возможно, то это придется делать очень долго, что у него и происходит. При этом следующий момент, который я хочу отметить, выбор сюжета, его сценарий этого сюжета и так далее, это его личное дело, как бы он прописывает это, такую канву главную выстраивает, сюжеты и так далее. То есть написание сценария, это тоже на его плечи ложится. Возможно, кто-то ему помогает, но все равно это очень все сложно. Это все очень сложно. И потому я с таким, как бы, как вам сказать, в определенном смысле с удивлением на все это смотрю, насколько он решительный, продолжает свое дело, не унывает. И в то же время, как бы, с неким сожалением, потому что на такие вещи стоило бы и государству потратить свои ресурсы. Ну, надеюсь, это произойдет. У нас нет мультипликации или анимации, потому что многие думают, я, может, не так говорю, но думают, что можно как бы обойтись, но мне кажется, это самое первое, то, что необходимо, потому что мы перестали читать. Дети не видят ничего абхазского, чтобы их бы как бы завлекло. Вот эти сказки воочию, если увидят дети, то они заинтересуются вообще о нашей истории. Даже когда-то вот для меня было сложностью один день, если я потратил на какой-то творческий рисунок, для меня это казалось, это так много времени я потратил раньше.
когда я помоложе намного был. А сейчас я понимаю, что сейчас я работаю на длительное время, когда ты делаешь проект 2 года. За 2 года в мире столько всего меняется, и в семье столько всего, дети растут, и все развивается, и ты должен 2 года, не потеряв энтузиазм, докончить свой проект. И я уже на самом деле на такие долгие ориентируюсь моменты, как-то себя, как сказать, я сам тоже изменился, стараюсь себя перенастроить, потому что я понимаю, что нужно что-то такое длительное создать. И вот, когда в 2 года проходит, или 3 года, не знаю, сколько займет проект, это уже зависит от его объема, для меня вот первый проект Abroskill — это как мой 4-й ребенок, скажем так. 2 года ты с ним нянчишься, 2 года ты его учишь ходить, они же еще живые такие становятся. Для меня это огромное счастье, особенно мы делали презентацию, и когда ты презентуешь, и людям какие-то положительные отзывы, когда появляются, и проект живет дальше своей жизнью. Ну, я не знаю, для творческого человека потратить столько времени и достичь какого-то результата, это только, наверное, благодаря этому и дальше мы идем. Больше нас что может вдохновлять дальше, потому что мы видим, есть результат, можно и дальше что-то новое, интересное создать. Но я всегда стараюсь что-то новое придумать, что-то новое внести в свое творчество. Ита бубахаз кутахчахолпа. Атрасела хайт суохайт шабзегас зохор сарисул шомумбой. Все мы прекрасно знаем свое детство и как мы сами были падки на эти мультфильмы, какой праздник был для нас, когда там час объявляли по телевизору, вот час будут. Ну, сейчас, конечно, уже и компьютер есть, интернет есть, но раньше было так, только по телевизору мы все это видели, и это был самый большой праздник. Для ребенка это вообще очень хорошее событие, потому что он видит там очень много доброты, дружбы, такого, как бы сказать, личного подвига. Так и сюжеты мультфильма, значит, они все очень пронизаны добротой, любовью, дружбой, взаимопомощью, любви к животным, любви, значит, к природе и так далее. Да мне все по душе, и то, что он делает. Вот этот Abroskill был очень хороший фильм такой, в таком стиле сделано. Вот, это сказка, вот, очень хорошо. И я с удовольствием, например, он пригласил меня, я был на премьере. Но, конечно, это все надо смотреть на экране. Все на экране. Но, к сожалению, у нас нет кинозала своего, чтобы мы вот эти абхазские фильмы, то, что мы дублируем, то, что мы создаем вот эти в республике, вот эти мультфильмы, которые Аста Марквицения создает, чтобы мы показывали постоянно детям бесплатно. Мы не хотим что-то заработать, чтобы, понимаете, это. Вот, чтобы пропаганда была, нам бы один кинозал хороший, и все наши работы мы подключили бы молодежь, мы бы подключили молодых режиссеров, все бы работали, но не получается. Это все-таки киноиндустрия в какой-то степени, это кино, чем я занимаюсь. И в нем есть все аспекты кино, потому что там и озвучка, и мультики, и песни, и все там, все элементы кинематографа. Мы видим в мире, какие бюджеты вкладываются в хорошие проекты. А мне хочется, чтобы проект выглядел, не отставал хотя бы на таком среднем прочном уровне, каком-то крепком уровне был. И, конечно, все это нужны финансы, но порой мы финансы преодолеваем с помощью энтузиазма, приходится преодолевать. Но это тоже дает какие-то свои плоды. Есть, конечно, цифровые технологии, это в первую очередь, конечно, технические моменты. Есть и технические моменты, когда ты хочешь улучшить качество продукта, когда ты хочешь достичь более высокой детализации проекта или вот это все, конечно, ведет к каким-то сложностям определенным. Мне очень нравится то, что он делает вообще, и я просто завидую то, что смог добиться один. Вообще мультипликация, анимация — это коллективная работа, а как бы сам все
на себя как бы всю нагрузку взял и делает. И мне кажется, даже очень хорошей, удачной работой. Вата! Разголова! Лай, взорвай! Конечно, в данное время тот проект, который я делал и делаю, новый проект, они были очень сложными. Я даже не думал, что смогу их реализовать в какой-то степени. Вроде бы пока получается как-то все это делать, как-то выразить свое видение. Какие-то очень много сложностей технических приходится. Это даже в больших студиях есть сложности, а у меня тем более. Есть визуально показать в мультфильме какие-то моменты, эффектные моменты или какие-то драматические моменты. Всю жизнь я тоже учусь, как бы в данное время я изучаю кино, смотрю часто детально, изучаю других режиссеров и самых титулованных, и начинающих тоже, смотрю их работы, потому что ты тоже находишь что-то и там, без разницы, я думаю. Ажлар, чуз сбося и читхадза! Мечтаю, конечно, про Нарцисруху сделать что-то, вот связано с эпосом. Хотя бы историю именно про Сосруху, вот как его, начиная от рождения и до его гибели. И все это показать именно не в слишком таком суровом варианте, а вот найти золотую середину, как бы показать и позитивные стороны, и какие-то и сложности, которые были у него, и показать каких-то героев, его братьев, каких-то основных героев. Вот хочется как бы в этот. Но этот проект очень сложный и очень объемный. Такой проект может занять до 4-5 лет работы. Это очень большой объем работы. Хочется сделать, конечно, такой мультфильм. Ну, здесь и финансовые сложности. Я думаю, пока мы до этого не дошли. Но, думаю, мои проекты, может, новый проект как-то привлечет внимание больше людей. Может, в будущем когда-нибудь это состоится. Это моя мечта, как бы. По нардскому эпосу мы мало что знаем, хотя там в самом эпосе есть вкрапление, как они были одеты. Ну, они были одеты в сияющие доспехи и так далее. Там есть описание, то, как они выглядели. Но это уже воля и трактовка самого художника, как он считает нужным. Вот. И главное, чтобы они не были одеты там в сияющие доспехи, но напоминающие там японские там, или же какие-нибудь там готические доспехи или максимилиановские. То есть нужно там чувство меры надо знать. Но это уже личный его поиск. Мы создаем комитеты по языку, комитеты, все это нужно, но это все теория. А тут он практически дает продукцию, которая пропагандирует и язык, пропагандирует и именно национальные мультфильмы. Юмчузбой, убреза, варараухас. Ханза, акытова хлопшла. Конечно, себя хотелось бы еще реализовать и в кинематографе, попробовать свои навыки. И мне нравится жанр мюзикл, вот очень мне интересен, а что если такой абхазский мюзикл сделать? Ну, как бы есть такая мечта, которая может, человек должен иметь мечту. У меня когда-то, я не думал, что буду мультфильмы делать, мечтал, ну вот уже мультфильмы делать. Может, мы когда-нибудь и до этого дозреем, и наше государство, и тоже в какой-то степени имеет в виду, в общем, как бы и появятся и более еще талантливые люди, мы команды какие-то будут собираться, как бы мы будем более сплоченные в искусство людей. У нас очень много талантливых людей, на самом деле, часто встречаю, и мне очень нравится общаться с такими людьми, которые занимаются даже пусть там рекламой. Я тоже сам начал с рекламы каких-то мультяшек там. Devamlı şunları dışsız zımayet. Обара, рибо. Кто-то клипы снимает, я тоже снимал какие-то клипы, пробовал, там свои снимал. И вот мне нравится в таком обществе находиться, общаться, потому что ты много черпаешь, смотришь на них. На данном этапе у меня есть какие-то планы, какие-то проекты, которые я хочу создать. Вот я хочу, не знаю, если получится, создать мультфильм про Рицу, легенда Рица.
тоже определенного как бы длительность, но не совсем гигантский, потому что не получается слишком масштабные проекты создавать. Нас, подожди, определяют, что Аридуб что это анализирует, нас видео и рад чай любит. Ой, что за кваршла шаготаху? Ярко. Года 3 тому назад мы здесь по заказу Фонда развития абхазского языка мы сделали, значит, аудиодиски абхазских сказок. Ну, великолепные сказки. С таким юмором, с таким этим, штук 10 или 12 сказок мы аудио сделали. Если это все на мультфильмы перевести, это будет просто чудо. Очень интересные сказки. Перспектива есть, материал хватает, финансов не хватает. Хотелось бы, чтобы у Астамура была серьезная, значит, поддержка. Честно говоря, предпочитаю, чтобы поддержка вот в таких случаях была государственной, чтобы государство именно понимало, значит, необходимость этих вещей. Вот. И самое важное еще то, что он развивает именно как бы абхазских героев, абхазские сюжеты. Это нардский эпос или какие-то сказки. У нас невероятное количество этих сказок, богатейших, которые бывают очень назидательные или же просто добрые, которые показывают, как надо себя вести в жизни и так далее, поучающие, так скажем, дидактические. Зоу. Аще. Убью Мурган. О. Абраскел. Ваглус замшора. Он хороший специалист, очень талантливый парень. Вот. Но очень мне его жалко, потому что ему никто не помогает. Вот он ищет копейки какие-то, собирает актеров. Вот, кстати, вот сейчас он новую работу делает, меня тоже один раз позвал, там эпизод маленький озвучить. Вот, я с удовольствием пошел и помог ему. Так что ему надо помогать. Да, вот так, да. Давай. Вот, но видите ли, дело в том, что у нас не все это понимают. Не все понимают пропаганда кино, тем более мультфильмов, дети, которые любят. Это все очень весомый вклад именно в кинематографию. Конечно, мультипликации очень много времени уходит. Когда я слышу от наших местных коллег, кто занимается кино, когда они говорят, мы за 2 месяца сняли все и будем сейчас монтировать. Я такой думаю, за 2 месяца я только подготавливаюсь что-то создать. Если было бы, конечно, когда я говорю, я делаю уже 2 года, мультфильм получасовой 2 года, это еще быстро называется. Они так смотрят на меня, как на сумасшедшего. 2 года, как можно? Я говорю, минута – это месяц работы минимум. Месяц работы, минута мультика, говорю. Ну, в том варианте, которым я занимаюсь. Они очень удивляются, а я удивляюсь их скорости. Ну, понятно, у них не фэнтези-фильмы там со спецэффектами, но все равно как бы в какой-то степени я им завидую в скорости. Ну, мультипликация, она требует определенных жертв. Мы делали практически одну сцену, можно сказать, там, когда мы это все рисовали, нам приходилось ждать, когда кто-то нам это отснимет, и мы посмотрим, какие ошибки. Но так как это был очень расходный такой вот в материальном плане, потому что нам никто не финансировал, практически, можно сказать, и поэтому как бы, если где-то что-то не так, мы не могли как бы возвращаться и заново что-то делать. Но здесь есть свои плюсы. Я могу здесь создать фантазийный мир, я могу реализовать сказки, легенды. Они этого не могут делать со своими бюджетами. Я могу с минимальными бюджетами большие вселенные создавать. Вот в этом есть плюс свой.
Они не могут делать большие декорации, массовые там сцены какие-то. В мультике это все возможно, сидя в кабинете, изучая все технические стороны. Но на самом деле создание мультфильма, особенно национального, это большая сложность. Сложность в чем? Потому что ты должен каждый элемент изучать, ты должен знать очень хорошо традиции. Даже если ты там в мультфильме не показываешь, ты должен уже знать все равно для себя манеру поведения и все остальное. И я очень много консультировался, ну и консультируюсь иногда со своим отцом, который знает ту жизнь, в совершенстве знает абхазскую культуру. Я у него консультируюсь, изучаю по историческим. На самом деле я очень долго готовлюсь к проекту, особенно к сказкам, чтобы это как-то и показать современной аудитории, но при этом не терять нашу культуру. Там можно много чего изобразить, понимаете. То, что невозможно в кино, можно понимать. То, что в голову пришло, можно изобразить. Понимаете, это огромная возможность вообще. Он именно абхазский мультипликатор. Он знает все струны абхазской души. Он знает, что надо с чем соединять и в каком характере его показывать. Вот. Труд колоссальный, конечно, очень колоссальный труд, но я просто рад за него. Я думаю, что он бы далеко пошел, если мы бы поддержали бы его. Ну как мы поддержишь, когда сами мы находимся в таком положении? Ну, когда ты заканчиваешь проект, и у тебя какое-то опустошение происходит, ты думаешь, вот столько лет потратил, и вот все закончилось, теперь что-то с нуля надо создавать, вот эту махину всю поднимать. Перегорание как происходит? Если ты знаешь, к чему ты идешь, вот у тебя, ну, у меня, по крайней мере, вот четко выработан. Я когда вот первый месяц, вот я немного все такое у меня волнуюсь очень сильно, могу ли я вот это. Когда я уже на рельсы становлюсь, уже я понимаю, где у меня начало, где конец, я знаю, что это будет интересно, мне в первую очередь, а потом я знаю, что если мне, значит, и кому-то будет интересно, то у меня уже уверенность, если у меня уверенность появляется, уже я не перегораю, я могу и год, и два потратить, потому что я знаю, что я пошел по правильному пути. Я понял, что вначале нужно все сделать правильно, не лениться. Потом так получалось, что я вначале где-то начинал обходить какие-то пути, а потом это мне все так как в стену упирался. Все переделывать приходилось, ломать. И сейчас я вот в новом проекте тоже, уже набравшись немного опыта с первым проектом, с Абрескилом, те ошибки я начал их обходить быстро, потому что я понял, что лучше здесь я время потрачу, но потом это все мне в скорость быстрее все это будет происходить и качественнее. То, что он свои эмоции передает на экран, она обязательно отражается на зрителе, естественно. И это национальное кино, национальная мультипликация. Вот он начал делать национальную мультипликацию. И это надо поддержать. Просто есть публика, которая тебя поддержит, есть, конечно, которые не поддерживает, понятно. Люди разные бывают, и люди смотрят, кто-то не понимает, зачем эта мультипликация может в какой-то степени, зачем столько труда в это вкладывать. Неужели это так сложно делать, кто-то думает. Когда ты видишь таких людей, как бы я уже с ними в дискуссию не вступаю, потому что человек не понимает какой-то труд колоссальный, титанический. Особенно если ты ищешь спонсора, и ты начинаешь говорить, вот мне нужна такая-то сумма, там, сделать то-то. Они не понимают, они думают, что такое мультик. Мультик звучит так смешно вроде бы. Я вообще свои мультики мультиками никогда не называю. Я называю их мультфильмы. Я когда пишу, я всегда говорю мультфильм. Пусть, потому что это мультфильм, это не мультик. Мультик звучит как-то немного насмешливо для меня. На самом деле это один из самых сложных жанров, который существует в искусстве. Потому что в нем все есть абсолютно, все, что есть в искусстве, в мире. Все в нем синтезируется.
Ну вот как-то стараюсь, как бы я когда занимаюсь творчеством, как-то про это забываю, ухожу, и когда у меня уже результаты идут, это перебивает в какой-то момент. Да, есть бытовая жизнь, которая тебя иногда душит, какие-то моменты, которые нужно решить, и ты отвлекаешься от своего мира, вот той сказки, уходишь и начинаешь бытовые моменты решать. Но уже с возрастом ты понимаешь, что одно без другого не может существовать, все взаимосвязано. Нужно где-то и с бумажками возиться, и ты должен и сюда успевать. Но актера привести, озвучивать, вот, бесплатно. Ну, один раз за твое уважение он сделает, но второй раз уже, извините, скажет, у меня там работа, я детей должен кормить. Зустады хацхраз. Сарасо. Сарактах чахупасо. Барай быхту. Сара амзасихту. у нас нет индустрии, у меня нет бухгалтеров там или какой-то команды, суперкоманды. Есть люди, которым я доверяюсь, с которыми мне комфортно работать. Это там как Джамбул Джордания, который занимается озвучкой. Он не как профессиональный актер. Мы вместе работаем с актерами озвучки, мы им подсказываем, что я хочу в первую очередь. Потом он тоже добавляет свои знания, и вот там рождается что-то интересное на самом деле. Вот мне нравится командная работа, она приносит очень интересные плоды, потому что бывает какие-то моменты я упускаю или не знаю, вот здесь что мне нужно, что-то нужно, но я не знаю, что мне нужно. Какой-то даже вот там вздох или крик какой-то дополнительный, какое-то слово даже элементарное, смешное. Даже бывает актер озвучки иногда что-то от себя добавит. Вот это тоже момент, вот этот творческий момент, он обогащает очень проект. Даже одно какое-то слово вставленное, смешное или какое-то интересное. И было это очень много вот в проектах, очень часто. И я стараюсь как бы актеров в озвучке тоже не ограничивать. Я говорю, если что-то есть, идея, говорите, выражайте это. Но при этом, конечно, в рамках того, что было задумано у меня в голове, скажем так, как я это представляю. И часто мне приходится иногда вот пока отстаивать свое, я говорю, нет, не так, а вот так. Но это очень интересно, на самом деле, процесс творческий. Особенно вот кинематограф или мультипликация, мне так очень нравится. Вот то же самое и надо направление мультфильмов. Мы бы сейчас штамповали, я говорю, мы бы штамповали бы. Мы ему бы сценарий, например, скажем, слава богу, у нас сценаристы есть хорошие. Они могли бы писать сценарии согласно вот этих сказок. И Астамыр бы их делал бы, ну я вам скажу, просто конвейером. Конечно, это долгое время, там столько рисунков, столько этих, это очень сложный процесс. Но зато они были бы. Тише, сахиза! Оп! Оп! Опа! Вахоп шадуней, а чуцраква убой. Ага, мама пштара, амрей пшилашой. Я люблю смотреть, как работают другие режиссеры. И с удовольствием там, еще больше на живых площадках это посмотрел бы. Потому что мне эта тема интересна, и пока возраст тоже позволяет развиваться и делать, может, в будущем что-то новое получится сделать. Все зависит от человека. Главное желание, я думаю, а человек может многому чему научиться. Но мое художество очень сильно помогает в этом плане. Я общался с профессиональными мультипликаторами за пределами Абхазии, с которыми мне тоже много советов давали. И они поражались тому объему, который я делал работы. Потому что я говорю, мне приходится, думать, я иногда хочу это, но у меня нет специалистов по тем и тем направлениям, мне приходится изучать и что-то так. Но они говорят, тебе очень сильно художество помогает, ты композицию чувствуешь, ты чувствуешь цвет, ты знаешь, как уже я не специально настраиваю, уже мне на автомате происходит. Как говорится, рисую с самого детства, еще закончив университет художественный, я уже быстро вижу какие-то, понятно, что совершенствоваться нужно всю жизнь, можно развиваться. Но при этом я вообще считаю, что человек, мое видение такое, я не могу одним делом только сидеть на бумаге, рисовать карандашом всю жизнь. Для меня, как личность, как человек, я люблю что-то новое, экспериментировать, изучаю новые технологии, но при этом черпаю для себя, что удобнее работать, в какой технике удобнее работать. Ну, единственное, какая разница
с прошлой мультипликации анимации в том, что там объем работы был колоссальный, и поэтому занимались многие люди, целые студии. Это надо было сперва на черновую делать, на кальке, потом на беловик, потом на целлулоид, это все разукрашивали, это все и на станок. И конечный вариант можно было бы увидеть это где-то через какое-то определенное время и так далее. Поэтому, а сейчас на компьютере единственное, что легко, ты сделал какое-то секундное там какое-то движение, ты можешь сразу посмотреть и сразу это все исправить, переправить и так далее. أوزك بزيبخة حبست بقلو ما همزة شوية زوم بازو بس تبزي وبود جاقرا وتغزم زي محوز. В Абхазии сегодня, вот, к сожалению, нет студий анимационных. Ну, думаю, когда-нибудь мы придем к этому. Многие люди говорят, нравится, да, хотят, но, к сожалению, пока наше государство, да, вот правительство, они пока, многие не понимают эффект, вот это долгосрочный эффект. Сегодня мы смотрим фильмы, которые 50 лет, 100 лет назад были сняты, и они нас до сих пор вдохновляют. Также мы должны быть вот абхазскую культуру снимать сегодня. Кто-то фильм должен снимать, кто-то должен мультфильм снимать, кто-то документальные фильмы снимать. Это все нужно, потому что я сам оттуда черпаю много. Я смотрю то, что до меня было сделано, я изучаю их подход к тому или иному. То, что наши художники, там кто-то доспехи делает, кто-то мечи делает. Это все интересно, это все взаимосвязано. Ну, лицо государства, что это культура, первое, и спорт. Надо знать, что это имеет значение. Это пропаганда, это дух народа. И я думаю, что Астамыр далеко пойдет. Если ему помочь, он очень даже далеко пойдет. Он очень трудоспособный, трудолюбивый парень. И то, что он делает, всем нравится. И детям нравится, и нам, взрослым, тоже нравится. Он очень упорный. И насколько я вот знаю его, очень со своим таким характером жестким, я думаю, что он добьется того, что он хочет, потому что он не говорит на словах, он делом это доказывает и делает на хорошем уровне. Я думаю, что если будет еще у него какие-то свои помощники, я думаю, что они могут много чего сделать. Но есть еще другая как бы такая сила мультфильма, что она также еще и воспитывает взрослых. Потому что вот пока взрослый смотрит мультфильм, он на секунду становится ребенком и становится настоящим. И упала в зоу.